Куда приведут дороги в Башкортостане в 2026 году, поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостю в студии Любовь Минакова, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан. Здравствуйте. 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 Любовь Викторовна, спасибо огромное, что нашли время и пришли к нам в студию для того, чтобы пообщаться на одной из самых злободневных и актуальных тем. Но это, конечно же, дороги, они волнуют всех и каждого. Давайте начнем, наверное, с самого глобального проекта, который был в 2025 году. Я говорю о трассе М12. Это, наверное, совершенно новый уровень для нашей республики, именно этой магистрали. И вот, может быть, не так много времени прошло, года еще нет, но тем не менее, строительство как-то поменяло логистику у нас в Башкортостане. Вот какие первые, может быть, плоды и результаты мы видим? Безусловно, безусловно. Во-первых, я всегда говорю о том, что, естественно, когда строятся такие большие трассы, широкие, с четырехполосным движением, с большим количеством развязок, то это всегда безопасность. Если мы вспомним, то ранее дорога проходила по 5 населенным пунктам. Они проходили прямо по деревням. Трасса была очень интенсивная, сильно загруженная. Поэтому, когда реализовался проект М12, то 65 километров трассы вывели из этих 5 населенных пунктов, которые проходили по Илишевскому району. Жители, естественно, вздохнули с облегчением, потому что, конечно, этот трафик, он влиял и на экологическое состояние вокруг, да, и безопасность. Естественно, было много аварий. Вот. Поэтому жители, во-первых, вздохнули с облегчением. Во-вторых, конечно, и перевозчики каких бы то ни было товаров, крупногабаритный груз, они тоже гораздо быстрее теперь проезжают эту территорию. Вообще, в общем, 205 километров идет по нашей территории, по Республике Башкортостан. С экономической точки зрения, конечно, это максимальное ускорение в перевозке грузов. Удешевление продукта за счет этого, минимум бензина. Ну, а для жителей, которые хотят путешествовать до Москвы, это, конечно, опять же, безопасно, легко, сели и поехали. В 1,5 раза быстрее до Москвы доехали. Таким образом, конечно, это огромный проект, хороший, который повлиял на республику только с положительной точки зрения. Но то ли еще будет? То ли еще будет. Любовь Викторовна, в 2025 году Башкортостану была выделена рекордная сумма из федерального бюджета, 10 миллиардов рублей, да, если быть точнее, это 9,8 составляет эта цифра. Удалось ли ее с толком использовать и реализовать? Вообще, когда мы говорим о цифрах и задают вопросы, я всегда очень радуюсь. Да, 25-й год стал рекордным. 9 миллиардов 800 миллионов рублей мы освоили на 100%. Да, с толком, потому что большее количество средств ушло именно на приведение в нормативное состояние дорог. Это ремонты, капитальные ремонты различных направлений. Среди таких, как Магнитогорск, Ира, Акъяр-Новочеркасск, Сибай, Акъяр, и так далее, я перечислять не буду. Достаточное количество дорог, которые требовали по определенным участкам где-то реконструкции, где-то капитального ремонта. Ну и также, конечно, мосты. Например, в этом году в рамках этой программы мы сдали мост через реку Ик у города Октябрьский. Этот мост соединяет Республику Татарстан и Республику Башкортостан. Такой мост дружбы, так называемый. И сдали мы его на год быстрее, ровно потому что профинансировала нас Федерация в полном объеме в этом году. Мы этому очень благодарны. Вообще, по этой программе мы отремонтировали и реконструировали около 320 километров автомобильных дорог на эту сумму, 11 мостов, протяженностью около 1300 погонных метров. Поэтому мы довольны результатом, темпов мы снижать не будем. И в этом году у нас снова грандиозные планы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Действительно очень грандиозные результаты, которые почувствовали, наверное, все жители республики. Но, знаете, вот каждого жителя волнует то, что называется под боком. Да? И есть такая вот программа, понятие, которое у нас существует. Это фонящие дороги. Дороги. Причем, благодаря главе Башкортостана Раите Фаритовичу, у нас сейчас очень большое внимание еще и дорогам в СНТ. Вот здесь мы набрали очень серьезные темпы. Удастся их вообще поддержать, как думаете? Да, 2 программы. Поясню, напомню нашим зрителям и жителям Республики Башкортостан о том, что в 2023 году по поручению главы республики Хабирова Ради Фаритовича стартовала программа «Фонящие дороги». И вот с 2023 года в рамках этой программы мы отремонтировали уже 350 километров автомобильных дорог. Да, темпы мы наращиваем. Каждый год мы прибавляем по поручению главы по миллиарду в эту программу.
То есть к 30 году сумма этой программы будет составлять 9,5 миллиардов рублей. То есть чем больше денег, естественно, тем больше ремонта километров. В эту программу входят как местные дороги, субсидии, так и региональные дороги. Региональные, межмуниципальные. Поэтому также мы здесь делаем уклон в этой программе и на мосты, и на местные мосточки. То есть работа проводится большая, и мы темпы не будем снижать. Что касается дорог в рамках программы СНТ, то эта программа стартовала, она чуть меньше, кратно меньше, но в любом случае она очень полезна. С 2022 года по поручению также главы республики мы начали эту программу. Всего в рамках этой программы подъезд к СНТ отремонтировано около 84 километров, да, если я не ошибаюсь, приблизительно 84 километра, к 212 садовым товариществом, где проживают около 34 тысяч жителей. В 2026 году она также будет продолжена. Заявки мы уже отобрали, сейчас идет отбор. Если говорить о крупных объектах, то есть еще один проект, который волнует также жителей не только Уфы, но и всего Башкортостана. Это южный обход. Документация уже вроде как прошла экспертизу. Вот удастся ли здесь также вот уложиться в обозначенные сроки? Вы знаете, объект очень капиталоемкий, но он грандиозный. Там будет внеклассный мост вантовый, подъездные пути, несколько развязок. Он необходим для Уфы в любом случае, потому что мостов не хватает. У нас транспортная система Уфы перегружена определенным образом. Это и пробки, и экологическая обстановка. Поэтому, конечно, такие объекты нужно реализовывать. В начале 2024 года мы получили заключение госэкспертизы. И на сегодняшний день с Министерством транспорта Российской Федерации, с Росавтодором мы отрабатываем источники финансирования на этот объект. Потому что, еще раз повторяю, объект капиталоемкий, и республика сама своим бюджетом, дорожным фондом не справится. Вот. И пока на 30-й год мы заявились, в программу нас поставили. Это будет... Реализация этого проекта будет около 5 лет идти, потому что, еще раз повторяю, грандиозный проект, большой. Вот. С 30-го года пока нас поставили в план финансирования. Поэтому мы работаем над этим. Если изменится экономическая ситуация, дай бог, мы в первую очередь сдвинем немножко деньги, дай бог, нам коллеги с Федерации пойдут навстречу и помогут. Реконструкция улицы Пугачева, наверное, это один из самых таких актуальных тоже вопросов. Но в дорогах нет неактуальных мест, это правда? Да, всегда, это всегда. Согласна. Поэтому вот Пугачева. Удастся ли здесь выдержать сроки, о которых говорят, о том, что к 1 сентября 2026 года уже откроются все полосы? Удастся. Объект первоочередной. Вообще реализуется он уже у нас... В этом году будет 5-й год. Вот. Также он в рамках Южных ворот. Объект финансируется за счет инфраструктурно-бюджетных кредитов. Много было проблем с ним. Проблемы и в сносе зданий, которые шли по линии этой дороги, и там и подрядчики, и, это стройка. Все знают, когда новый объект возникает, мысль про него, мы понимаем, что будет много проблем, много отсрочек по времени, просто потому что где-то сети нужно перенести, где-то проект немножко переделать, какие-то неточности в проекте или еще что-то. То есть это всегда есть и всегда будет. Но в 2026 году, 1 сентября, мы должны его закончить, потому что проект в приоритете. Вот нам удалось к концу года открыть движение полностью по 2 полосам. Мы так в рабочем порядке называем это Пугачева-1, Пугачева-2. Вот, и вот Пугачева-2 нам удалось пробить до развязки с улицы Рыленко. Вот, большая победа была. И вы знаете, я от себя вот лично хочу сказать, и вся команда Минтранса, и город Уфа, заказчик, который участвовал в реализации этого проекта, мы все увидели, когда вот пошли посты о том, что мы это открыли, жители начали благодарить. Никогда в жизни за время моей работы я не слышала столько благодарности. Потому что мы знаем, что дороги и транспорт всегда ругают нас. Напряженная отрасль, конечно. Но настолько было приятно читать. И вот, наверное, все мои годы работы, они компенсировались этой благодарностью за вот этот труд, который мы проделали. Было тяжело. Мы это сделали, поэтому осталось немножко закончить. Времени у нас достаточно. Начнется сезон, мы продолжим работу. И 1 сентября дорога начнет жить полностью. Ну, как минимум, еще один повод для благодарности есть.
потому что благодаря работе Минтранса в том числе в Башкортостане снизилась смертность на дорогах. Вот это вот статистика, за которой скрываются человеческие жизни, которые мы теряем. Вот. И за последние 6 лет, если не ошибаюсь, поправьте меня, снизилась на треть смертность, а в 2025 году на 6% меньше, чем в предыдущем. Да. Вот за счет каких мер удалось? Знаете, я не люблю вот эти слова про статистика, вот в данном случае, именно в данном случае статистика, проценты. Я всегда вижу сводки ежедневные, и это все в количествах людей, да? Где-то это дети, где-то это подростки, где-то это целые семьи, но вопрос действительно очень такой больной, и это горе и беда большая людей. Вот. Да, действительно удалось снизить. В прошлом году эта цифра составляла 398 человек, в этом году это 375. Поэтому да, это победа. Она небольшая, но это победа. В этом году мы тоже стремимся к снижению. Я надеюсь, что эта цифра будет гораздо ниже, чем в 2025 году. Весь дорожный фонд, все деньги, которые в нем, направлены на безопасность дорожного движения. Всегда. Будь то ремонт, будь то благоустройство, будь то оборудование дороги знаками, будь то камеры фото-видеофиксации, которые не все любят. Никто их не любит, конечно, но, как показала практика, к сожалению, а может быть, к счастью, камеры фото-видеофиксации работают и делают свое дело. Делают свое дело, потому что, просто, как сказать... По-русски на испуг берут, да, и как бы дисциплинируют водителя, который так или иначе вынужден соблюдать правила дорожного движения, потому что все-таки бьет по кошельку. Вот. Никто же не предполагает, выезжая из дома, что что-то может произойти. Вот. Когда я обращаюсь к жителям, я всегда говорю, что наша жизнь наших детей, жизнь наших родных только в наших руках. Наша внимательность и наши ошибки приводят, конечно, часто к плачевным результатам на дороге. Поэтому дорога — это объект повышенной опасности. И мы всегда должны знать и понимать это. И беречь своих близких, и, конечно, детей. Нечего добавить к этим словам. Единственное, наверное, можно очень кратко. Планы на 2026. Планы на 2026. Значит, продолжать работу в части привлечения федерального финансирования. В феврале мы защищаем новую пятилетку нашу до 2031 года. Поэтому там есть некоторые предложения. Я не буду их сейчас озвучивать, чтобы... пока не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Также у нас в планах ремонт мостов. Более 2000 погонных метров. Сейчас мы проектную документацию формируем. И, естественно, вся эта информация будет вывешена у нас в Минтрансе. И у заказчиков, будь то муниципалитет, либо управление дорожного хозяйства. Также мы продолжим развивать интеллектуальные транспортные системы. Это что касается безопасности дорожного движения, регулировки светофоров. Вот. В общем и целом, вот так вот. Что касается водного транспорта, продолжим эту работу. Вот, как вы знаете, на транспортной неделе глава республики Ради Фаритович встречался с главой Росморречфлота, и было... договоренности. Это очень радостно для нас реку развивать. Поэтому мы сейчас формируем программу, она уже почти сверстана, на тему того, каким образом мы будем это делать. Много факторов, и грузоперевозки, и перевозки пассажиров. Все завязано будет в этот пул программы. Таким образом. Авиаперелеты также будут увеличиваться вообще по поручению Владимира Владимировича Путина, президента нашей страны. Мы должны обеспечить перелеты прямые во все города-миллионники нашей страны. Мы работаем над этим. Вот. Что касается РЖД, я думаю, что жители не дадут мне соврать, они пользуются нашими прекрасными ласточками, орланами. Вот. Тут тоже будем докупать подвижной состав и, как сказать, осваивать новые территории, где еще не ступала нога наших птиц. Таким образом скажу. Много планов. Спасибо огромное, Любовь Викторовна, что пришли сегодня к нам в студию, ответили на наши вопросы. Надеюсь, что поводов для благодарности будет в 2026 году еще много. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Интервью». На наши вопросы ответила Любовь Минакова, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.